24 мая ушел из жизни ученый и проповедник Абдулахад Кутлук-Хаджи. Родившийся в Кудже в 1932 году, Абдулахад Хаджи провел в китайских тюрьмах 22 года. Ученый оставил после себя большое количество научных трудов и более 500 учеников. Мы выражаем свои соболезнования его близким и просим Всевышнего возвысить его положение. В Мекке прошло собрание Исламской организации сотрудничества, участницами которой является 57 государств. Возмутительно то, что на собрании, в котором обсуждались важные вопросы, касающиеся репрессий мусульман, верующих, находящихся в тюрьмах и лагерях китайского режима, обошли стороной. 28 мая Сальман бен Абдуль-Азиз встретился с главой Китая Си Цзиньпинем, с которым обсудил региональные вопросы и обстановку в мире. Стало известно, что для снижения зависимости от Китая Министерство обороны США потребовало выделить средства из федерального бюджета для добычи редких материалов, используемых в военных технологиях. Подробный доклад об редких ископаемых материалах Пентагон передал в Конгресс и Белый дом. Подробности доклада неизвестны, но официальные источники подтвердили, что большая часть редких материалов импортируется с Китая, что само по себе несет огромный риск для безопасности США. Советник безопасности США Джон Болтон заявил, что доказательство причастности Ирана к нападению на 4 корабля близ порта Фуджейра будет передано Совету безопасности ООН. Ранее Болтон посетил Объединенные Арабские Эмираты, где провел переговоры касательно ситуации на Ближнем Востоке и Персидском заливе. Российские противоракетные комплексы С-400, ставшие причиной кризиса между Анкарой и Вашингтоном, будут установлены на юге Турции. По сообщениям информационного агентства Bloomberg, такое решение турецкие власти приняли из-за споров с Грецией по восточной части Средиземного моря, где на данный момент турецкие специалисты ведут поиски нефти и газа. Южное побережье не единственное место, где будут установлены С-400, сообщают источники, на которые ссылается Bloomberg.